10 лет в регионе успешно действует общественная приемная главы Коми. Сегодня Вячеслав Гайзер лично поблагодарил за работу руководителей филиалов в городах и районах. Они, в свою очередь, задали губернатору вопросы. И он подробно на них ответил. Репортаж Любови Лапиной. Первый вопрос о детских садах. Людей волнует, как скоро проблема в регионе будет закрыта. Вячеслав Гайзер называет конкретный срок – 3 года. Сейчас власти делают все возможное для этого. Открывают дополнительные группы в действующих садах, возвращают прежние здания, строят новые и активно содействуют частным садикам. Все это уже позволило значительно сократить республиканскую очередь в дошкольные учреждения. Только в этом году появилось 2000 дополнительных мест. Охват детскими дошкольными учреждениями наших детей в возрасте от 0 до 7 лет, он у нас намного выше, чем в Российской Федерации. Там, если так, опять же, на память, 63, по-моему, процента в целом по России. У нас, с учетом вот тех действий, которые мы сейчас в 2012 году производим, 84. На северо-западе 71, по-моему. То есть мы и по северо-западу, и по России гораздо более лучшем положении. Еще один болезненный вопрос – дороги, особенно в отдаленных районах Коми. Так, 11 из них до сих пор не имеют круглогодичного сообщения. Но в этом году республике впервые за последние 25 лет удалось выделить значительные средства на строительство дорог. Почти 9 миллиардов – исторический максимум. Мы построим более 270 километров новых дорог. Для примера, для того, чтобы нам выйти на границу, наконец, с Ненецким округом и закончить эпопею вот с этой трассой нашей, которая идет, да, там, через Ухту, Печору, Усинский, на Нарьян-Мар, нам надо построить 175. К 2020 году отрезанных от большой земли участков практически не останется. Не допустит глава Коми и прекращения пригородного сообщения, хотя РЖД периодически заявляет об отмене маршрутов. Ко мне приходит человек и говорит: Вячеслав Михайлович, я буду работать на этой территории только в том случае, если вы будете мне из бюджета, кроме того, что люди билеты покупают, да, платить там 300 миллионов рублей. Берем цифру, говорю: слушай, если мы эти 300 миллионов тут, плюс при ваши билеты, что люди покупают, поделим, так получится, что нам дешевле людей-то вместо пригородных поездов на вертолете возить. Как так может быть? Никак, ответа нет. Как вы считаете, можно в таких условиях, скажем так, вестись на этот шантаж? Я, например, считаю, что нет. Правительство региона уже выделило на возмещение упадающих доходов Северной пригородной пассажирской компании 50 миллионов рублей. Если перевозчик обоснует свои затраты, то сумму республика готова увеличить. Тем временем Минпром уже рассматривает запасные варианты, например, закупить свой собственный подвижной состав. Любовь Лапина, Олег Остромин, телеканал Юрган.